Чтобы увидеть знаменитую Новоафонскую пещеру, люди едут сюда со всего мира. В эти праздничные дни пещера работает по специальному графику. В новом году пещеру уже посетили более 4000 туристов. Количество желающих попасть в таинственный прекрасный мир подземного царства немало. У кассы скапливаются очереди. Все спешат поскорее приобрести билеты и попасть в неизведанную карстовую полость. Мы приехали из Санкт-Петербурга, первый раз в Абхазии. Нам очень все нравится. Достопримечательности Абхазии, они всем известны, поэтому это одна из главных, было грех не посетить. Путешествовать в новогодние праздники по интересной, красивой стране всегда здорово. Среди посетителей пещеры не только туристы, но и местные жители, которые решили на выходные приехать в Новый Афон и не упустить возможности вновь попасть в подземное царство. Честно говоря, мы очень рады вообще побывать еще раз в Новом Афоне. Мы сюда приезжаем очень часто. Мы местные вообще сами, но к нам приехали гости. Мы с удовольствием приехали к вам в пещеру и по окрестностям погуляем еще с удовольствием. Вообще теплая погода, шикарно очень. Во время новогодних праздников Новоафонская пещера работает по специальному графику. С 1 по 10 января комплекс будет открыт каждый день с 11:00 до 18:00. За день пещеру посещают около 10-12 экскурсионных групп. Пещеру посетило с 1 января по 4 января более 4000 человек. Если брать сравнение с прошлым годом, то в прошлом году с 1 по 4 пещеру посетило 2900 человек. Мы в основном работаем на экскурсионной группе, но и также люди, которые приезжают дикарем, так называемым. При входе обязательно ношение маски. Если человек не имеет, то мы предлагаем свои маски, руки обрабатываются антисептиком. И дальше по всему маршруту человек не должен снимать маску. В эти праздничные дни все сотрудники Новоафонской пещеры, как и в разгар курортного сезона, находятся на рабочем месте. Людмила Таня более 40 лет работает в пещере экскурсоводом. Из-за большого потока туристов за день ей приходится проводить по 3-4 экскурсии. Экскурсантов очень много. Можно даже сказать, как в летнее, в августовское время, по 3, по 4 рейса бывает. Вот проводим экскурсии, справляемся. Каждый экскурсовод вообще полагается 3 экскурсии, чтобы провел. А иногда бывает, группы опаздывают в связи с границей, и нам приходится даже дополнительные, как те же рейсы, что там записаны, но с опозданием их проводить, но это для нас особой трудности не заставляет. Бывает, даже и 4-й круг идем, но с большим удовольствием обслуживаем. Экскурсии в Новоафонскую пещеру комфортны и безопасны. Людей в подземный мир доставляют на электропоезде. 3 минуты езды, и перед взорами туристов открывается таинственный и прекрасный мир подземного царства. Конечно же, вся красота и величественность пещеры не может оставить равнодушным никого. Впервые? Нет, второй раз мы. Впервые, очень понравилось. Спасибо большое. Экскурсовод великолепно. Ваше впечатление? Замечательно, просто классно. Вы впервые? Вот. Да, естественно. Замечательная подача материала, все емко, очень много интересных фактов. И сама пещера, конечно, потрясает. Информация такая полезная, в основном она такая хорошая, добрая. И очень хорошая музыка, особенно когда вот выходили, уже прям до слез такая добрая. Уникальная по своей природе Новоафонская пещера может принимать и радовать туристов со всего мира. И каждому, кто побывал здесь хотя бы раз, хочется возвращаться вновь и вновь. Прекрасные пещеры, всем рекомендую. Отлично, очень. Бомбезно. Я бы остался, даже пожил. Впервые? Нет, второй раз уже так понравилось, что снова с радостью посетил, с удовольствием. Ну, была в детстве совсем. Тогда было что-то вообще сказочное, волшебное. Сейчас вот пыталась вернуться в детство, ну, почти получилось. Все равно сказка. После новогодних каникул Новоафонская пещера будет работать в обычном зимнем графике – 4 дня в неделю. Алика Трапшина, Алла Гухава, Абхазское телевидение.